Всем доброе утро! Вы смотрите программу «Утро Якутии». Для вас этим утром просыпаемся мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Доброе утро, мы рады всех приветствовать. И сегодня у нас 29 апреля, четверг. Сегодня в нашей программе вы узнаете, где в России уже открыли купальный сезон. Познакомимся с профессией горняков, которые домывают алмазы, посетим медиаурок в Мирном и увидим, как фотографируют замороженные мыльные пузыри. Также узнаем, как определить мошенника, какие фразы должны насторожить и как распознать схему обмана. Все это мы узнаем у нашего гостя, представителя Национального банка Якутии. И поговорим сегодня о 8-м международном турнире по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. И узнаем, какие бои предстоят вольникам и, конечно, будем болеть за наших. Хотим напомнить, что у вас с нами есть средства связи, это WhatsApp. Его номер 8 914 273 444. На этой неделе мы традиционно разыгрываем для вас призы. На этой неделе спонсор замечательных подарков – магазин «Профи-маркет», крупнейший магазин профессиональных инструментов для строительства и дачников. И, как обычно, мы проверяем вашу внимательность. Да, действительно, самый внимательный, самый быстрый участник у нас сегодня получит вот такой вот подарок. Это высококачественный трехслойный шланг, друзья, от магазина «Профи-маркет». Для дачи самое то. Ну и, конечно, начнем мы традиционно с прогноза погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 8-14 градусов мороза. В заречной группе 1,7, в южных до 7 градусов. В Вилюйской группе 7-12, в Нижневенских также от 7 до 12, в западных 6-11 градусов. В Колымайдигирской от 0 до минус 11, в Янских 5-14 градусов мороза. На северо-западе 1,8 градусов. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила 8 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный продует нам от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 4,6 градусов тепла. Вопрос, конечно же, волнует всех, когда же начнется полноценная солнечная весна без снега. Сегодня уже хорошо. Да, сегодня уже будет тепло, по крайней мере, в городе Якутске. Ну, а тем временем ученые выяснили, кто из людей склонен в любви к кофе. В студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, что же показали исследования? Да, доброе утро. Его провели австралийские ученые. Выяснилось, склонны к горячему черному напитку те, у кого генетически нет предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. А вот те, кто склонны, даже чувствуют по-другому его вкус, замечают за собой аритмию и на подсознательном уже уровне избегают кофе. Те же, кто все-таки страдает сердцем в паре с любовью к этому напитку, скорее всего, отличаются его чрезмерным употреблением, что и привело к сердечно-сосудистым. Ну а теперь к главным событиям. Всемирная организация здравоохранения призвала россиян проявлять осторожность во время майских праздников и избегать большого скопления людей в помещениях. Мероприятия, если и проводить, то на улице, обеспечив соблюдение дистанции, правил гигиены рук, масочного режима. Напомнили и о повышении опасности распространения инфекции из-за праздничных мероприятий. В ВОЗ напомнили про ответственность, которую несет каждый в майский период, а также на возможность внести личный вклад в борьбу с пандемией. Кроме того, вакцинация от COVID-19 продемонстрировала эффективность и препятствует появлению новых штаммов, отметили в организации. Рейды по выявлению незаконной охоты усилят на время майских праздников в Якутии. Для этого с 1 по 10 мая госинспекция привлечет сотрудников правоохранительных органов. С 27 апреля на общих угодьях на территории Якутска проверили 24 охотника, выявили 3 нарушения. Со всеми провели беседу и инструктаж.
В очереди на получение выплат на улучшение жилищных условий в Нерюнгри стоят почти 60 семей. В этом году из бюджетов 3 уровней – федерального, республиканского и муниципального – выделили более 11,5 миллионов рублей. 9 семей уже получили свои сертификаты, и 1 семья станет получателем в ближайшее время. Чтобы стать участником программы, необходимо выполнение 3 условий. Это возраст родителей до 35 лет включительно, доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи и наличие потребности в улучшении жилищных условий. То есть на каждого члена семьи по месту регистрации должно приходиться не более 12 квадратных метров. Молодые семьи, которые становятся получателями выплаты, по сути, получают сертификат, который они в дальнейшем предъявляют в банк, и уже непосредственно районная администрация перечисляет средства в кредитную организацию. По сути, молодые семьи живые деньги на руки не получают только сертификат, подтверждающий право на получение выплаты. В майские выходные объекты спорта, подведомственные Министерству физической культуры в Якутии, будут работать в штатном режиме. Наполняемость, напомним, составит не более 50% от общего числа посетителей. Объекты, где имеются тренажерные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, лыжные базы, беговые дорожки, плавательные бассейны и центры тестирования ГТО, будут работать для населения. Также без изменений пройдут тренировочные занятия в организациях, реализующих программы спортивной подготовки. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Доброе утро, спасибо, Василий. И что ж, настало время для объявления нашего конкурсного вопроса. Итак, друзья, во-первых, вам понадобится наш номер WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Запишите, сохраните да, его обязательно. И будьте готовы очень быстро написать правильный ответ. Итак, вопрос. Цветок какого растения использовали придворные дамы французской королевы как украшение для своей прически? Ну что, я не знаю, может быть сложный, может быть легкий вопрос. Тем не менее, наш WhatsApp номер уже готов принимать ваши правильные ответы. И напоминаю, у нас приз от магазина Профи Маркет. Вот этот вот замечательный, высококачественный, как написано, 3-слойный шланг. Да, думаю, очень нужная вещь, да? Руслан, а о чем тебе говорит выражение «лунная походка»? Ну, во-первых, это, конечно же, ассоциация с Майклом Джексоном. Да, я думаю, у большинства из нас такие ассоциации, да? Представляешь, сколько у него последователей по всему миру, миллионы людей копируют его лунную известную, да, походку, и совсем даже неплохо, да, можно сказать. А вот интересно, недавно был замечен один молодой человек, который станцевал лунную походку на льду. Прямо на льду? Да, вот предлагаем вам посмотреть. Да, давайте посмотрим. Мы даже вот сейчас слушали, смотрели этот сюжет, немного пританцовывали, и не зря, потому что сегодня, друзья, у нас Международный день танца. Мы от всей души, да, поздравляем и, конечно же, предлагаем вам не только потанцевать. Да, мы не обещаем, что, выполняя утреннюю зарядку, вы научитесь делать лунную походку так мастерски, но оставаться в хорошей форме мы вам поможем. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и 1, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу. Максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги. Вращение бедра в бок. И раз, 2, 3. Держим равновесие. 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3. Не торопимся. Дыхание ровное. 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Что ж, кто-то делает по утрам зарядку, а кто-то танцует. Почему бы и нет? Это, мне кажется, поднимает очень хорошо настроение. Но, впрочем, сегодня и то будет, конечно же, особенно в тему, потому что сегодня 29 апреля, и сегодня Международный день танца. Да? Пользуясь случаем, мы поздравляем всех танцоров. Также поздравляю, кстати, свою супругу, которая имеет профессиональное образование в этой сфере. Но и какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей рубрике. – 29 апреля – Международный день танца и Великий Чистый четверг у православных христиан. По народному календарю, если подул западный ветер – это к сырости, атмосферное давление падает медленно – это к ветреной погоде. 29 апреля 1770 года Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. Спустя 18 лет в 8 километрах к северу от места высадки начал расти город. Сегодня этот мегаполис называется Сидней. 29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона. 29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сунбек запатентовал изобретение зиппер или зип, которое сегодня нам известно как застежка-молния. В 1932 году в этот день в СССР созданы бригады содействия милиции. 29 апреля 2000 года Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты, похищенные в период Великой Отечественной войны. 29 апреля 1818 года родился Александр II Романов, российский император. В 1854 году в этот день родился Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, астроном и теоретик науки. 29 апреля 1955 года родилась Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1958 году в этот день на свет появилась Мишель Пфайфер, американская актриса. 29 апреля 1970 года родился Андрей Агаси, американский теннисист, первая ракетка мира, олимпийский чемпион. В этот же день и год родилась Ума Турман, американская актриса и модель. Именины в этот день отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей. Наш эфир продолжает рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке». И в ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь людей и какой она стала. И каждый день мы делимся интересным фактом о Якутии 21 века. На этой неделе мы говорим про развитие промышленности. Сегодня факты о крупных алмазах, добытых нашими горняками. Алмазодобывающая индустрия Якутии за 20 лет сделала рывок вперед. Начали разрабатывать новые месторождения – Нюрбинское, Накынское рудное поле, Майскую трубку. На рудниках Интер и Удачный перешли на методы подземной выработки. Добывающую технику заменили на более эффективную и маневренную на дизельном топливе. В конце прошлого года в Якутии был найден самый крупный алмаз в истории России – цветной кристалл весом 236 карат. Его обнаружили на севере нашей республики на месторождении Эбелях. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, от 120 до 230 миллионов лет.
Еще один крупный алмаз добыли в первый день 2021 года на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате. Находка весом 109 карат напоминает фрагмент челябинского метеорита, упавшего в 2013 году. Важно, что горно-обогатительные комбинаты переходят на технологию сухого складирования отработанной алмазной руды. Это снижает воздействие на природу. Мы желаем работникам алмазодобывающей индустрии трудовых успехов и новых рекордных находок. А последние несколько лет в Якутии промышляют мобильные мошенники. Тебе звонили, Руслан, лжесотрудники из часто звонят. банков? Ну, в том числе и нормальные банки звонят, да, предлагают различные кредиты, но иногда Скажи, бывает... можно запутаться, да? Настолько то есть... они правдоподобно разговаривают. Ага. Ну а про самые известные схемы обмана и о том, как не отдать свои деньги аферистам, смотрите в сюжете Александра Хавренко. Позвонили мошенники и сказали, что звонят с комиссионного магазина «Победа» и хотят купить у меня газовый плитон. Сказали, нужно продиктовать им номер карты. Мне позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, что с номера 800-945 представился сотрудником Сбербанка, что оформила кредит. Отменить данную заявку он потребовал, чтобы я сообщила данные коды и номер карты. Меня свели с брокером. Начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, говорит, давай я половину сделаю в этом счете на себя и половину ты добавишь. Он внес $50 000, и я внес. Практически ежедневно в телевизионных эфирах появляются подобные сообщения от очередных жертв мобильных мошенников. Но, к сожалению, доверчивых граждан меньше от этого не становится. Только за 3 месяца 2021 года жители Якутии перевели преступникам более 74 миллионов рублей. При том, что схемы, по которым действуют мошенники, практически не меняются. Звонки, допустим, с определенных банков, с операторов, подтверждение кодовых слов, подтверждение направления денежных сумм, сайты клоны, которые также они под видом легальных зарегистрированных сайтов, соответственно, занимаются распродажей той или иной продукции. Да, вот больше граждане попадаются в таких объявлениях, в таких сайтах, как Юла, Инстаграм, когда покупатель не видит своего продавца, не видит товар, соответственно, перечисляет деньги в никуда и получает кота в мешке. Для сотрудников полиции кибермошенники – отдельная головная боль. Найти преступников, орудующих через интернет, практически невозможно, ведь многие из них проворачивают свои аферы из-за пределов Российской Федерации. Но шанс есть, если, допустим, деньги не переводятся за пределы Российской Федерации. То есть в основном сейчас сталкиваются все чаще и чаще случаи перевода денежных средств за границу. Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан. Соответственно, в связи с отсутствием договоров между нашими государствами провести какие-то следственные действия на территории другого государства у нас невозможно. Для того, чтобы не отдавать деньги мошенникам, достаточно запомнить несколько несложных правил. Не доверяйте мошенникам, будьте бдительны. Осторожно, мошенник. Вам не звонили с незнакомых номеров? Я не беру. Вы не берете? Вот и правильно делаете. Если вам позвонили с незнакомого номера, представляете сотрудниками банка, либо сотрудниками службы безопасности банка, лучше проверить информацию, обратитесь в свой банк, либо позвоните на горячую линию. Если вас просят сообщить пин-код, также трехзначный код на обороте карты, ни в коем случае никому не говорите. Не переходите по незнакомым ссылкам, не заказывайте товары непроверенных сайтов. Будьте внимательны и не ищите выгоды у непроверенных продавцов и на сомнительных сайтах. Не старайтесь сэкономить или заработать на сомнительных предложениях.
Как распознать мошенника? Что делать, если вам позвонили с банка с тревожными новостями? Вы получили письмо о государственной выплате или квитанцию с налоговой. Не спешите им отдавать свои деньги. Возможно, это мошенники. О том, как сохранить свои деньги, мы сегодня поговорим с Антоном Коноплевым, управляющим отделением Национального банка по Республике Саха-Якутия, Дальневосточного главного управления Банка России. Доброе утро, Антон Анатольевич. Здравствуйте, доброе утро. Статистика пострадавших от мошенников, вот это вот число, оно все-таки растет, да? Почему так происходит? Почему люди ведутся все еще? Ну, здесь, наверное, прямого ответа нет. Я думаю, что наши люди просто добрые, открытые, отзывчивые, в какой-то степени наивные, поэтому они попадают под вот это обаяние мошенников, они их успешно вводят в заблуждение, и поэтому вот люди попадают в такие ситуации. Но чаще всего это молодежь, это пожилые люди. Здесь, наверное, нет каких-то ограничений, попадает и молодежь, хотя молодежь, наверное, более такая продвинутая в отношении таких дистанционных сервисов. Но и попадают и наш серебряный возраст, и обычные жители среднего возраста. То есть все категории подвержены такому. Действительно, сейчас для удобства работы с банками, со своими счетами вводится очень много онлайн-сервисов, и это в том числе и облегчает жизнь мошенников. А как можно распознать мошенника? Есть какие-то признаки? Да, онлайн-сервисы, конечно, очень полезны. Они действительно упрощают жизнь. Но основной, наверное, можно назвать 3 причины таких первых. Это первое, это инициатива с их стороны. К вам звонят, к вам обращаются, значит, им от вас что-то нужно. Значит, надо сразу насторожиться, кто что хочет от вас. А второй момент, это когда начинают говорить о ваших деньгах. То есть мошенники, конечно, не занимаются просто информированием общества, им нужны ваши деньги, они хотят получить и заработать на этом. Ну и третий момент, они начинают выпытывать у вас вот эти персональные конфиденциальные сведения. Это в первую очередь, это логин и пароль по доступу к этому дистанционному сервису, это номер карты, фамилия карты, срок ее действия и обратный код, особенно на обратной стороне. Обязательно мошенники выпытывают, практически всегда это происходит, выпытывают смс-код из сообщения, который присылает банк для подтверждения операции. Без этого кода сейчас, поскольку банки ввели двухфакторное подтверждение, без этого кода практически ничего не происходит. Поэтому вот эти 3 момента обязательно надо запомнить, что к вам обращаются, это инициатива с их стороны, вопрос о деньгах, и третье, это выпытывание конфиденциальных сведений. Цифр, Да, вот эти цифры, да. А существует еще и такая категория, как кибермошенники. Как себя от них обезопасить? Часто к нам приходит СМС-сообщение якобы от банка, со ссылкой или с просьбой перезвонить, что-то отправить. Кибермошенники – это такое общее понятие, то есть это те, кто работает в цифровом мире. Наши дистанционные сервисы – это тоже, можно сказать, киберсервисы. Поэтому все, кто там работает в такой области, можно назвать кибермошенниками. Здесь ситуация, наверное, как им противостоять. То есть это соблюдать те же обычные правила гигиены, дистанцироваться, прекращать разговор, потому что здесь еще возникают такие психологические факторы. Мошенники очень хорошие психологи, у них много заготовок, и чем дольше вы с ними общаетесь, тем они находят больше вариантов задать вопрос, зацепиться, куда-то вас увести в разговоре и так далее. То есть у них дерево решений такое достаточно развесистое. Очнулся, а рядом он уже чай пьет с тобой. Да. То есть на твои деньги, так сказать, уже все сделал. У них главная задача вызвать у вас какую-то психологическую реакцию. Это реакция страха, то есть испугать вас, попали в аварию, надо срочно помочь. Или наоборот реакция радости. У вас случайный приз, вы просто самый лучший чемпион, вы выиграли. И человек теряется, человек как-то перестает адекватно оценивать ситуацию и начинает да, я согласен, и идет на поводу мошенника. А другая ситуация, это когда вас ставят в ситуацию цейтнота, когда вам говорят, все, сейчас или никогда,
да, вы все проиграете, давайте пробуйте, вот все, последний билет, он... Но для этого вам нужно внести какой-то да, совершенно верно. взнос, Это вот да? вы должны вот буквально в течение 5 минут прямо вставайте, не выключайте телефон, идите к банкомату, делайте перевод. То есть вот что-то вот такое. То есть вот эти две ситуации, когда человек в это попадает, он, так сказать, раздергивается, да, перестает адекватно оценивать, перестает логически мыслить, как-то вот отключается. Потом вот многие пострадавшие говорят, ну, я не знаю, на меня что-то нашло, и я не могу ничего с этим сделать. Меня прям запутал, я тут растерялся. Вот эта растерянность как раз и есть причина вот этих мошеннических действий. Собственно, вот после чего происходит, вот, к сожалению, вот это необратимое последствие. А есть какой-то универсальный способ противостоять этому? То есть какой-то, может быть, алгоритм действия? Ну, вот я уже сказал про вот это дерево решений, поэтому алгоритм, он такой будет подстраивающийся, да, то есть здесь вот ничего не... Наверное, однозначно алгоритма нет. Вот я вот хочу сказать, к сожалению, да, сказать, что вот он сказал вот это слово, все, отключайся, да? Нет. Вот если у вас появляется чувство какое-то сомнений, да, надо прекращать разговор. Прекратили разговор, положили трубку, позвонили там в банк, выяснили свою ситуацию со своим счетом, выяснили ситуацию с призом, там позвонили в эту компанию, да, какой приз, значит, выяснили. Если у вас какие-то там происходят вот операции, тоже приостановили, подождали, вот, взвесили. И самое главное, по вашей инициативе вы позвоните и попадете туда, куда нужно. Когда к вам звонят, это совершенно непонятно, кто это, потому что их сейчас и номера подмениваются, и странички, к сожалению, можно подменить. Все, так сказать, вот в этом смысле подстраивается, да, чтобы вас ввести в заблуждение по максимуму. Всегда, да. Антон Анатольевич, я, может быть, этот свой, может быть, какой-то опыт скажу. Я обычно говорю алло, если там, ну, там, соответственно, мной начинает общаться. Если я понимаю, что это мне неинтересно, я еще раз говорю алло. И то есть делаю вид, что я их не слышу, и потом... Да, лучше самим всегда перезвонить. Что-то со связью. Ну, да, вот лучше всего это вот завершить разговор и самому обратиться в банк. Если вот говорят, что вот по вашему счету, значит, идет платеж, да, надо что... Вот и просят что-то сделать. Антон Анатольевич, благодарим вас за такой полезный разговор этим утром. Отличного вам дня плодотворной работы. Спасибо. До встречи. Спасибо. Необыкновенные кристаллы в обыкновенных пузырях. Съемка мыльных пузырей на морозе поистине увлекательное занятие. Замороженные мыльные пузыри кажутся настоящим волшебством. Мороз рисует на поверхности красивые узоры. Живут они всего несколько секунд, но их можно успеть сфотографировать. Фотографы отмечают, что сейчас как раз идеальная погода для создания интересных узоров на пузыре. А начинается от 10 градусов и ниже. При всей кажущейся простоте снять красиво замерзающий мыльный пузырь совсем непросто. Ледяные кристаллы начинают образовываться сразу после того, как выдувается пузырь. Поэтому фотограф незамедлительно должен начать съемку. Опытные фотографы отмечают, что при съемке такого объекта нужно запастись терпением и временем. А результатом съемок станет игра света и отражений, которые дарят зрителю невероятные визуальные впечатления. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». И настало самое время ознакомиться с последними событиями из мира и республики, с которыми нас ознакомит Василий Радченко. Премьер Михаил Мишустин в рамках подготовки к отчету правительства встретился с представителями фракций Госдумы. По словам Мишустина, поручения президента, озвученные в ходе послания Федеральному собранию, были оформлены в проекты нормативных актов за 3 дня. Также премьер заявил, что не вызывает вопросов, кто и как будет их исполнять. Вызывает, как сделать это быстрее и качественнее. Кроме этого, Мишустин поблагодарил представителей фракции за работу во время пандемии. Хочу также сказать, что замечательным был пример нашей работы при
реализация тех мер по борьбе с коронавирусом, которые сплотили, я бы сказал, правительство, все фракции Государственной Думы, и нам удалось пройти этот сложный и непростой этап в экономике нашей страны, в обеспечении медицинскими услугами, лекарствами, созданию вакцины вместе. Число вызовов врача скорой помощи увеличилось на 50-70 заявок в сутки в Якутске. Связано это с ростом заболеваемости ОРВИ и гололедом. В связи с этим объявлен режим повышенной готовности. На линию выходит 26 бригад. В таких вот условиях работники отметили свой профессиональный праздник, который, напомню, прошел накануне. В среднем за сутки, в зависимости от обстановки, в станцию скорой медицинской помощи Якутска поступает 400-450 вызовов. Во время ухудшения эпидобстановки в связи с коронавирусом в 2020 году цифра достигала 700 заявок. Круглый стол, посвященный трендам и требованиям в сфере проектирования общественных пространств, состоялся в Якутске. Мероприятие прошло совместно с Urban Puzzle. Это новосибирский проект, целью которого ставится комплексно благоустраивать общественные территории, жилые комплексы и госучреждения. Проект также представляет компанию-производителя детского и спортивного оборудования, изготовленного специально для эксплуатации в условиях экстремального холода. Так, на сегодняшний день Urban Puzzle совместно с якутскими градостроителями уже оборудовали несколько площадок в столице и на территории республики. Мы поднимем несколько вопросов. Изменение законодательства – это вступление в силу технического регламента о безопасности детских игровых пространств. В рамках всероссийского конкурса «Комфортная городская среда» участвуют несколько городов из республики Саха: Нерингри, Мирный, Алдан, Томот. Там уже предусмотрено к установке наше оборудование, и поговорим немножко об этом. Художница из Екатеринбурга Олеся Фрич создает картины с помощью природных материалов, взятых с мест техногенных катастроф. В своих работах она стремится привлечь внимание к экологическим проблемам. Женщина сама ездит на места аварий и собирает грунт, камни и другие материалы. По мнению художницы, это позволяет соприкоснуться с последствиями деятельности человека. Серию работ «Это то, что останется после» Фрич посвятила мусорной проблеме, опасности разливов нефтепродуктов, а также кислотным рекам Левихинского рудника, воды которого, по некоторым данным, нанесли урон поверхности земли рядом с рекой Тагил. Эту картину, вид сверху, хотелось передать. Очень почему-то большое впечатление именно оказала съемка и фотографии с Левихи, где настолько живописная картина связана с такими, жесткими и катастрофичными последствиями. И вот это каким-то толчком явилось. А потом дальше как-то все пошло раскручиваться потихоньку, помаленьку. Потому что чем глубже ты влазишь в какую-то концепцию и начинаешь изучать, тем больше появляется всяких материалов, и хочется высказываться именно творчески. И к этой минуте у меня все. Хорошего вам дня! Спасибо, Василий. У нас пришло поздравление на наш WhatsApp номер. Да? Не только правильные ответы на наш конкурс. Хотелось бы его зачитать. Доброе утро. Поздравляем замечательного мужа, папу, свекра, дедушку Егора Егоровича Казакова, проживающего в городе Якутске. С днем рождения. Желаем здоровья, удачи, успехов в работе. Благодарим за заботу, поддержку. Жена Татьяна Васильевна, Евгений, Банесса из Соскалаха, Виктор, Аня и внук Роберт. Такое вот замечательное поздравление. Всем передаем привет и поздравляем с днем рождения. Да, но Госдума приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов-проводников. Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов в России. А все подробности нового закона о гидах расскажет в экономическом обзоре Иван Лазаренко.
Гости России больше не узнают, что в огромные каменные вазы, стоящие в Эрмитаже, во время балов выкладывали фрукты, а Ленин был внуком Петра I. Избавить иностранных туристов от подобных небылиц, наносящих вред имиджу страны, должен новый закон о гидах. Проводить экскурсии смогут только граждане России, прошедшие аттестацию. Изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха. Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане. Гиды-нелегалы, чаще всего выходцы из Китая, по отзывам специалистов, в 2020 году брали от 50 до $100 в день за свои так называемые услуги. Власти рассматривают создание специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Такое предложение вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Предложение по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. В Минцифры сообщили, что создать фонд предложили участники рынка, и сейчас рассматриваются разные модели финансирования. Фонд для разработчиков игр будет работать аналогично фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе. Идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и Яндекс, а инициативу активно поддерживает администрация президента. Эксперты в игровой индустрии отмечают, что проектов, которые популяризируют русскую историю и культуру, сейчас на рынке нет. Нет их и у Mail.ru Group и Яндекса. При этом стоимость разработки качественной сюжетной игры в России может составлять от 5 до 10 миллионов долларов. Более 2/3, а это 70% россиян, не боятся конкуренции со стороны роботов на рабочем месте. Они считают, что машины в обозримом будущем не смогут лучше выполнить их обязанности. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «Спутник». О том, что роботы смогли бы частично заменить их, думают 18% россиян. 5% считают, что умные машины готовы выполнять существенную часть работы. И только 6% полагают, что лишатся работы из-за роботов. При этом 52% участников исследования считают, что замена людей на роботов – неверная тенденция, а 37% напротив одобряют ее. Тем временем ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. В первую очередь отмечаются естественно-научные специальности. Это и физики, математики, химики и биологи. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нужно как можно больше молодежи, отмечают эксперты. Также в настоящее время в России ощущается дефицит около 100 тысяч айтишников, но через десятилетие это число возрастет до 1 миллиона. Кроме того, ученые призывают увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки советуют получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий. А в городе Мирном в Центральной библиотеке продолжает свою работу интересная выставка. Посвящена она столетию образования ЯА СССР. В рамках выставки также проходит республиканский медиаурок для школьников по разным направлениям. Какие книги пользуются популярностью и какие темы изучают школьники во время медиауроков, об этом нам расскажет наша коллега Марфирина Алексеева. Сейчас мы поговорим с Оксаной Николаевной, специалистом библиотеки, который вам подробнее расскажет о выставке и книгах, которые представлены на этой неделе. Здравствуйте. Здравствуйте. 22 апреля 1922 года постановлением Президиума в ЦИК РСФСР была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. С этого дня мы ведем отсчет нашей государственности. В Центральной городской библиотеке имени Мери Михайловны Сафиниди оформлена выставка ко Дню Республики Саха-Якутия. В ней представлены книги о выдающихся политических деятелях. Это Платон Аюнский, Максим Амосов, Михаил Николаев, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их соратники. В рамках праздничной недели проводится такой медиаурок для всех учащихся школ и вузов и СУЗов города Мирного, в котором тоже также мы сейчас ознакомимся и узнаем, о чем же идет этот урок. Это, получается, единый медиаурок по всей республике. Мы получили этот сценарий от Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Сценарий очень насыщенный, объемный, начиная от климата, флоры, фауны, заканчивая до первого президента нашей республики.
Этот урок будет посвящен теме Якутия, природа, история и культура. Ну, если для старшеклассников, ребятам с 9 по 11 классы сейчас проводится медиаурок онлайн, то для младшего поколения с 1 по 8 класса проводится ежегодная Олимпиада «Символы Якутии». Сейчас мы находимся в детской библиотеке, в читальном зале, и поговорим с ведущим библиотекарем читального зала и узнаем, чему же в этом году посвящена Олимпиада. Да, мы ежегодно проводим Олимпиаду «Символы Якутии». В этом году она посвящена здравоохранению, так как 2021 год в Якутии был объявлен годом здоровья. В Олимпиаде всего 9 тестовых вопросов и одно последнее задание – написать свои мысли, почему герой нашего времени – врачи. Ну, действительно, вопрос очень актуальный, да, в связи с последними событиями. И также я вот не могу не отметить, то, что мы сейчас находимся в такой мини-выставке, которая посвящена, видимо, Дню Республики. Да? Расскажите, пожалуйста, немного, что читатель может здесь увидеть, услышать. Да, здесь у нас отдел краеведения нашей детской библиотеки, и как раз организована, да, выставка о Якутии к празднику. Здесь можно, вот, первые большевики Якутии есть, книги интересные о спорте, о культуре нашего родного края. Да, приглашаем всех в нашу выставку. Спасибо большое. Ну, а я хочу отметить, что не только в детской библиотеке, вообще в библиотеке города Мирного проводятся такие тематические мероприятия. Различные викторины, настольные игры, мастер-классы проводятся и в Краеведческом музее города Мирного. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Ну что, дорогие друзья, сейчас хотелось бы, прежде чем подвести итоги нашего конкурса, прочитать еще один очень милый привет. Доброе утро, передайте, пожалуйста, огромный привет доченьке Марии. С любовью от мамы, спасибо. Ну что, привет мы с огромным удовольствием передали. Ну а сейчас мы узнаем, кто же у нас выиграл сегодня вот этот 15-метровый, высококачественный, максимально прочно армированный шланг для дачи, огорода от магазина профессиональных инструментов «Профи Маркет». Итак, вопрос был такой. Цветок какого растения использовали придворные дамы французской королевы как украшение для своей прически? Ответ – это цветки картофеля. Действительно, очень красивый ведь цветок, правда? Да, главное дождаться и не съесть картошку. Ну и победителем у нас становится абонент, последние цифры которого 3455. Мы от всей души поздравляем, потому что это был самый первый и правильный ответ. После эфира мы с вами свяжемся. Да, ну а в нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» мы познакомим вас с 8-летним Денисом и его 7-летней сестренкой Алиной. Дети в силу ряда причин оказались в детском доме и очень нуждаются в семье. Сегодня мы познакомим вас с 7-летней Алиной и ее братом 8-летним Денисом. Денис, как и все мальчики, интересуется компьютером. Денис у нас очень любознательный мальчишка. Я думаю, что это тоже будет в будущем хорошим технарем, потому что он видит, как взрослые что-то делают, и с удовольствием повторяет за ними. Когда вы посмотрите, что он сейчас вот сидит и рисует, он рисует сам просто, потому что видел, как это делали взрослые. А это в любом ребенке самое золотое. Денис очень послушный. Правильно, Денис? Я вот не очень люблю слово «послушный», потому что немножко вот должна в каждом мальчишке быть какая-то дерзкость, правильно? Мне кажется, он показывает свой характер, когда это надо, но понимает взрослых, когда это нужно. Характер и собранность Дениса определили его увлеченность лыжами. Он не пропускает ни одной тренировки, учится кататься на лыжах и надеется стать чемпионом. Алина, расскажи, что ты рисуешь? Весну. Стихотворение Ирины Токмакова. К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны, видно очень теплые ноги весны. Познакомьтесь, это у нас Алина. Очень любит посещать кружки медиацентра, самоделки, где там они лепят, рисуют, вырезают, всякие делают поделки разные. А еще Алина с удовольствием ходит в швейную мастерскую «Салон Домовенок», где под чутким руководством опытных преподавателей учится азам швейного дела. Для начала она обучается мастерству пришивания пуговиц, работе с иголкой и ножницами.
Денис и Алина у нас очень дружные ребята, друг за друга стоят, счастливые, добрые. И, конечно, хотелось бы, чтобы они приобрели свою семью. И мы надеемся, что это пожелание осуществится. Доброе утро! А у нас в Норильске весна. Видео, снятое в Норильске в конце апреля, разлетелось по всей сети. С таким призывом местные жители открыли купальный сезон. До лета осталось чуть больше месяца, и самые отважные норильчане искупались в ледяной воде. На видео видно, как купающиеся среди льдин пловцы чувствуют себя превосходно и признаются, что водные процедуры в апреле подарили свежесть и бодрость. Температура воздуха в Норильске колеблется в районе от минус 6 градусов днем до минус 18 ночью. Согласно прогнозу потепления, до плюс 2 градусов ожидается уже к началу мая. День добрый. Действительно, у нас весна, и, как вы понимаете, это не декорации, это настоящая свежесть, бодрость. Приходите к нам, приходите заряжаться энергией. Всего вам доброго и теплых выходных. Теплых выходных. Да. Всем желаем теплых выходных. Ну а с сегодняшнего дня в столице республики в Триумфе начнется 8-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров 2000-2003 годов рождения памяти заслуженного тренера, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В этом году в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией турнир пройдет без зрителей. Будет ли это турнирные схватки от этого менее захватывающими, кто примет в них участие и где все-таки зрители смогут наблюдать за выступлением спортсменов, мы узнаем у нашего утреннего гостя. Семен Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, представители каких стран, регионов будут принимать участие, кто ожидается из гостей? Ну, 8-й международный турнир у нас, например, в прошлом году мы не провели, да, в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией. В этом году в 8-м турнире памяти нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева примут участие 4 иностранных государств. Это Молдова, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан и, конечно же, сборная России и 13 регионов Российской Федерации. Общее количество где-то более 100 спортсменов, точнее 92 спортсмена примут участие в 10 весовых категориях. Ну, возрастная категория это до 21 года. Лет, то есть, да, и то есть предстоит очень яркие встречи, схватки, и посмотрим, как пройдет. То есть с этой сложной эпидемиологической ситуацией мы впервые столкнулись с проведением такого данного турнира, и, конечно же, онлайн формате. Также национальная вещательная компания будет организовывать прямую трансляцию для наших жителей Республики Саха-Якутия. Обязательно. Обязательно, да. И, конечно же, все с соблюдением всех санитарных норм мы будем проводить данный турнир. Ну, действительно, турнир пройдет без зрителей, а вот как спортсмены относятся к соревнованиям без своих болельщиков? Ведь вольная борьба – это популярный, да, и любимый вид спорта в Якутии. Да, вот как-то это как влияет сами спортсмены на себя чувствуют? Ну, сейчас в мире и во многом регионах нашей страны проходят различные соревнования, и они проходят без зрителей, поэтому наши спортсмены тоже участвовали в этих соревнованиях, поэтому привыкли. Но, тем не менее, конечно, воочию смотреть нашим зрителям было бы хорошо, но есть правила, есть обстановка эпидемиологической, сложная ситуация, поэтому мы рады, что проводим этот турнир. В прошлом году, например, мы не провели, поэтому с разрешением оперативного штаба республики, с разрешением президента Федерации спортивной борьбы республики нашей и главы республики Асилия Сергеевна Николаева, также всех ряд инстанций получены разрешения, поэтому рады, что проводим.
Конечно. данный турнир. Ну а среди почетных гостей кто-то ожидается? Почетными гостями, безусловно, будут родные дети Романа Михайловича Дмитриева. Также приехал к нам технический делегат данного турнира от Объединенного мира борьбы Тахир Гуламов и главный судья нашего турнира Чуенко Александр от России и Ковалев Алексей Анатольевич, Засеев Салтан Сергеевич. Вот такие ряд наших почетных гостей будут присутствовать на данном турнире. Турнир посвящен памяти Романа Дмитриева. А какие еще мероприятия помимо этого запланированы? Ну, в этом году под эгидой 45-летия триумфа наших борцов на Олимпийских играх в Монреале, это в 1976 году было, как вы все помните, наши три борца стали обладателями медали Олимпийских игр, поэтому посвященный данным мероприятиям у нас этот турнир проходит. Также сегодня будет возложение цветов памятнику Романа Михайловича Дмитриева и будет презентована новая книга «Жизнь отдана спорту» про Александра Афанасьевича Игнатьева, который долгое время руководил школой высшего спортивного мастерства и Центром спортивной подготовки. Вот такие мероприятия и непосредственно уже турнир. Семен Сергеевич, ну сколько дней продолжится, да, турнир и в какое время можно будет посмотреть за зрелищными схватками спортсменов? Ну, у нас по программе утренняя часть начинается с 11. Все весовые категории будут бороться сразу, да? Завтра, это 30 апреля, будет все, потом в 18:00 будет церемония открытия данного турнира и продолжится полуфинальные встречи. А 1 мая уже также с 11 часов начнем турнир и финальные и награждение, церемония награждения наших победителей. Что ж, Семен Сергеевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Несомненно, желаем всем спортсменам успехов, удачи. Да, желаем и победы нашим борцам. Чем больше побед, да, тем лучше, конечно. Спасибо. Военный экшен, анимация на любой вкус, британские призраки и не только ждет нас в кинотеатрах перед продолжительными майскими выходными. С обзором новинок проката предстоящего уикенда познакомимся в нашей рубрике «Афиша». Смотрите сегодня во всех кинотеатрах фильм, основанный на реальной истории героя Советского Союза Михаила Девятаева. Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узидом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье – побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь. На аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с оружием возмездия Третьего рейха на борту. Улететь и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Секрет успеха цирка внутри. Среди анимационных проектов, выходящих в этот уикенд, больше всего внимания аудитории должно достаться мультфильму «Зверокрекеры». Однажды Оуэн обнаруживает секретную коробку с печеньем, принадлежавшую его дяде Бобу. Магическое печенье превращает любого, кто его съест, в животного. А стоит его разломать, как снова станешь человеком. С помощью такой магии Хантингтоны намерены создать беспрецедентное звериное шоу. Но вскоре они выясняют, что их главным конкурентом остается владелец самой крупной цирковой сети – Горацио. Багажную дверь. Я тебя не понимаю.
Я буду там. 1930-е годы. Англия. Католический священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей, произошедших с домочадцами предыдущего преподобного. Чтобы раскрыть жуткую тайну, начинающую угрожать и им самим, членам семьи священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом. Также сегодня в кинотеатрах Якутии начинается долгожданный прокат фильма молодого талантливого режиссера Руслана Тараховского «Сердце солдата». Они смотрели в глаза смерти. В основе военно-биографической драмы яркая, но трагически оборвавшаяся в 27 лет жизнь Тимофея Сметанина. В фильме отражена история становления писателя, его жизни и творчества через призму восприятия нашего современника, молодого скрипача Марка. Сердце солдата. Доброе утро. 29 апреля на календаре, день недели четверг. Психологи отмечают, чтобы рабочий день прошел продуктивнее, нужно правильно организовать рабочий процесс. Что сделать, чтобы ваши рабочие будни были максимально успешными, смотрите прямо сейчас подборку наших полезных лайфхаков. Работа в офисе может казаться скучной и не самой уютной, но лайфхаки смогут помочь вам облегчить и разнообразить офисную рутину. Неудобно перепечатывать? Используйте вешалку. Если напитки остывают слишком быстро, поставьте кружку рядом с ноутбуком. Так ваши напитки останутся горячими гораздо дольше. Грязная клавиатура не дает покоя? Вам помогут обыкновенные стикеры. Просто проведите липкой стороной между клавишами. Не стоит паниковать и расстраиваться, если у вас закончились скобы. Возьмите резак и сделайте 2 надреза и согните угол листков. Работая сидя, мы быстро устаем. Уделите хотя бы 5 минут мини-зарядке. Усталость быстро пройдет, а продуктивность станет выше. Эти лайфхаки не дадут вам скучать в офисе. Успешной работы и удачного дня! Ну что, сейчас в завершении нашего эфира хотелось бы прочитать еще 2 поздравления, которые сегодня пришли к нам на WhatsApp номер. Поздравляем любимую жену, маму, бабушку Винокурову Наталью Николаевну с днем рождения. Желаем счастья в жизни, успехов, жизнерадостного настроения, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Родные, подруги и друзья, и особенно внучка Полина. Вот такое замечательное поздравление. Поздравляем. И еще одно поздравление. Поздравляет замечательную и прелестную девочку Даянушку Николаеву с днем рождения, с 6-летием. Желаем тебе, милая, светлых чудес и невероятного волшебства в жизни, искренней радости и веселых друзей, больших достижений и личных побед, интересных увлечений и настоящего счастья. Бабушка, дедушка, тети Ася, Санда, сестры Варя, Наташа, Вика, братья Айсен и Сасик. Что ж, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Если и вы хотите поздравить своих родных, друзей, то делайте это ежедневно, по будням, в рамках нашей программы с 7 до 8 по номеру нашего WhatsApp. Ну а на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Ждем вас у экранов телевизоров. Завтра следите. И всем доброго утра, отличного настроения.